Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. У меня для вас прогноз на 10 сентября. Это пятница. Мы смотрим на вот такой вот колоде пасьянс. Все знаки зодиака. Начинаем с Овнов. События дня для вас на 10 сентября. Покажите мне, пожалуйста, события для Овнов. 10 сентября. Пятница. Что будет происходить у Овнов? Так, смотрим Овны. Ух ты, сундучок у вас сразу первый выпадает. Прибыль, получение финансов. Так, также может быть неприятность какая-то. Расческа. Успех вижу. Вот смотрите, я увидела первее успех. Кто-то мог увидеть первее подарок. Да? То есть у вас проиграется то, что вы увидели первее, чем я. Понимаете? То есть эти моменты нужно учитывать тоже. Потому что вы мне пишете, вот вы увидели это, не увидели то. Ну я так увидела. Понимаете? Я так увидела для большинства Овнов. Вы, может быть, для себя увидели по-своему. Деньги. Я думаю, что у вас будет прибыль получения, и мешочек показывает какие-то небольшие траты. Может быть, связанные с неприятностью. Да, придется вот как-то потратиться на эту неприятность. Новость радостная. Свидание. Опять же, видите, я увидела первее свидание, чем змею. Кто-то мог увидеть первее змею. Змея — это завистники. Тогда у вас завистники проиграются. Корона. Власть. Какой-то очень серьезный, важный человек. Так, проверяю периметр. Периметр смотрим строго по горизонтали и строго по вертикали. Так, письмо не получается, потому что зафиксировано. Если карточки зафиксированы, больше их крутить нельзя. Здесь нет. Свиток. Свиток можно, потому что обе карточки их ничего не держат. Мы их можем перевернуть. Так, смотрите, еще увидела события в доме. События в доме и деловая встреча. У вас прям какой-то очень пятница, насыщенный день такой. Столько событий много. Так, здесь нет и здесь нет. Смотрите, получается у вас прибыль. Могут быть траты. Может быть событие какое-то в доме. Ну, это все что угодно. Праздник, переезд, день рождения у кого-то, свидание, деловая встреча. Деловая встреча, кстати, может быть с каким-то важным человеком. Человек, имеющий статус, положение в обществе, какую-то важную должность, звание может быть какое-то. То есть у вас с ним будет деловая встреча. Ну, есть успех, я думаю, она будет результативная. Да, то есть вот очень удачно пройдет вот эта встреча. Приятная новость вы получите. У кого-то будет свидание, у кого-то событие в доме вечером, да, то есть смотря кто, да, то есть если у вас еще семьи нет, да, то есть нет события, то тогда будут свидания. И неприятность, самое главное, смотрите, неприятность показывает, может быть опоздание, да, то есть может быть это назначена встреча к этому человеку на определенное время. И неприятность всегда показывает, опоздали, забыли какой-то документ, да, уже вспомнили, когда приехали, забыли паспорт, да, а там, допустим, к нему можно попасть только предъявляя документ какой-то, понимаете? То есть тут вот очень важно быть внимательными в этот день, чтобы постараться избежать неприятности. Может быть, вот придется даже что-то потратить, да, чтобы как-то быстрее, скажем так, решить этот вопрос. Ну, если вы избежите, будьте внимательными, то, в принципе, я думаю, что все обойдется.
Очень хороший день, Овны, если вам будут неприятности. Очень такой результативный. Хорошо, благодарю вас за внимание. Переходим к Тельцам. Так, Тельцы, смотрим. События для вас. 10 сентября. Пятница. События для Тельцов покажите мне. Что будет происходить у Тельцов в этот день? 10 сентября. Неприятность. Надежда. Ну, понятно, да, надежда, скорее всего, на то, что, да, эта ситуация как-то разрешилась хорошо. Колокольчик. Пустые разговоры. Пустой звон. Ну, имеется в виду безрезультативные, да. Казенный дом. Может быть, пустые разговоры в казенном доме. Казенный дом — это какое-то госучреждение, да, куда вы идете решать бумажные вопросы или получать, да, какую-то бумагу, документ. Так, сейчас я буду смотреть, а потом уже подробнее рассказывать, чтобы я не пропустила. Так, вижу болезнь. Болезнь. Может быть больница. Госучреждение, болезнь иногда выпадает как больница. А неприятность — опоздания. Вот если кто-то планирует посещать, да, больницу, поликлинику, заранее планируйте свое время. Ключик. Все решится. Все двери перед вами открыты. Все неприятности, которые возникают в этот день, все разрешается благополучно. Злые языки и глубокая печаль. Ну, печаль здесь, видите, здесь, скорее всего, что сильные переживания либо из-за вот этой неприятности, да, либо из-за плохого самочувствия, может быть. Так, да, смотрите, еще и корона выпала. Здесь прям у кого-то врач, больница, да, и посещение врача. То есть тут это как врач может проигрываться. Или же, допустим, налоговая, да, налоговый инспектор, суд, судья. То есть это вот человек в короне находится в казенном доме. То есть вы к нему по какому-то вопросу едете. Так, проверяем периметр. Может, я сейчас тут что-то еще вам увижу. Тут нет, нет, нет. Дорога не получается, потому что тут уже все зафиксировано у меня. И месть тоже не получается, зафиксированы обе карточки. Смотрите, что выходит в целом. Пустые разговоры в этот день. Ну, это, допустим, вы можете поговорить с подружкой, с мамой, с другом, с братом. То есть с тем, с кем вы чаще всего, да, болтаете по телефону или встречаетесь, общаетесь. То есть это просто вот пустые разговоры о том, о сём. Неприятность, какая-то ситуация. Опоздали, забыли, потеряли, поломали. То есть нужно быть очень внимательными в этот день, чтобы ее избежать. Да, ну, я думаю, что здесь может проиграться как опоздание в казенный дом. Опоздание в казенный дом, скорее всего. Вы едете в государственное учреждение решать какой-то бумажный вопрос какому-то важному человеку. Есть надежда у вас. Есть ключик. Ключик показывает, что все получится. Все двери перед вами открыты, да, то есть вот вас, видите, принимают. Я думаю, что вы решите свои вопросы. Злые языки, завистники, да, может быть, будут завидовать вам, да, что вот у вас так все получилось хорошо и быстро. Глубокая печаль, болезнь, либо ваше не очень хорошее самочувствие, да, какое-то в этот день болезнь может показывать, ну, может быть, просто усталость, да, вот за день набегались, либо показывает больницу, да, то есть вы посещаете поликлинику, больницу, не знаю, лабораторию, там что-то вам надо проверить по здоровью, и тут тоже показывает больница, врач.
Ну, глубокая печаль, трудно сказать, понимаете, она может относиться и к болезни, она может и к неприятности. То есть вы будете переживать какую-то, ну, скажем так, будет какое-то переживание глубокое, а уже повод, ну, честно говоря, тут трудно сказать. Неприятность это будет, либо это просто ваше состояние. Благодарю за внимание, тельцы. Переходим к близнецам. Так, близнецы теперь смотрим. События для близнецов. 10 сентября, пятница. Покажите мне, пожалуйста, события для близнецов в этот день. Так, события для близнецов смотрим. Вижу гости у вас. Да, либо вы идете, либо к вам приходят. Тут уже я не могу точнее сказать. Гости. Проводите время с гостями. Исполняется ваше желание в этот день. События в доме. Все-таки у вас события. К вам приходят гости и исполняется желание. Может быть, что-то подарят, купят что-то, да, такое вот. Какой-то у вас праздник, что-то отмечаете, годовщина, не знаю, на работе, может быть, какое-то важное, да, у вас там событие произошло, и вы что-то отмечаете. Может быть, у кого-то из членов семьи день рождения. Так, сейчас проверим еще периметр. Да, смотрите, радостную новость еще вижу. Какая-то радостная новость. Так, теперь здесь нет совпадений. Нет. Не вижу. И здесь нет карточки, мы не можем проверить. Хорошо. В целом, что получается у вас? Гости, события какое-то дома в этот день. Исполняется ваше желание и приятные радостные новости. Замечательный день, как по мне, да, просто прекрасно. Вообще нету плохих событий, не выпало, да, то есть вот какое-то приятное событие у вас будет в этот день, намечается в пятницу. Что-то будете отмечать. Благодарю за внимание, близнецы. Переходим к ракам. Так, раки. Смотрим события для вас. 10 сентября. Покажите мне события для раков в пятницу 10 сентября. События для раков в пятницу 10 сентября. Что будет происходить? Какие события будут? Так, болезнь. Что-то как-то вы себя не очень хорошо чувствуете в этот день, да, прям с утра. Либо собираетесь, может быть, с утра куда-то в больницу, в поликлинику, да, анализы, УЗИ, не знаю. Может быть, там к стоматологу, да, то есть мало ли куда можно, к врачу. Разлука с чемоданом. Вот смотрите, если будет поездка у вас, да, то, может быть, вот как раз идете за справкой, как вариант. Потому что сейчас у нас, да, такое время, чтобы куда-то ехать, нужна обязательно справка. Успех.
Ну, результаты анализов на вирусы. Так, успех. Метла, ссора с кем-то. Можете поругаться в этот день. Пустые разговоры. Ну, вот будете с кем-то, просто должен был быть обычный разговор, да, там с коллегой, с мамой, с кем угодно, с другом, подружкой, да, и тут вот, понимаете, в этом пустом разговоре договорились до ссоры. Да, дорога, смотрите, видите, все-таки подтвердила, дорога, чемодан. Кто-то из раков может куда-то ехать в пятницу. Поездка. Либо собираетесь в поездку, можете ехать чуть позже, а в этот день там вещи собираете, билеты покупаете, да, то есть, скажем так, мысли заняты поездкой. Потому что иногда события показывают то, о чем мы думаем, да, не то, что прям реально происходит, а то, вот, то, к чему мы готовимся или о чем думаем. Так, здесь ожидание не получается, потому что зафиксировано. Нет, нет. Нет совпадений. И есть вот корона. Корона, кстати, может показывать человека, допустим, пограничник, да, или кто там еще, стюард, проводница в поезде. То есть человек, проверяющий, допустим, билеты, да, ваши как вариант. Ну, может так проиграться. А может показывать врача в больнице, да, то есть человек, имеющий статус, положение в обществе. Хорошо, смотрим в целом. Болезнь, ну я думаю, что здесь у вас проигрывается как посещение поликлиники, да, либо лаборатории. Может быть, вот доктор. Успех, да, то есть в целом день очень классный, успешный, результативный. Дорога, вернее, дорога, чемодан, то есть вы куда-то уезжаете. Может быть, пустые разговоры в дороге, да, то есть где-то в поезде едете, в машине, в самолете, да, вот и с попутчиками там просто разговариваете ни о чем. Это может быть как врач, так и, да, человек, который проверяет у вас что-то, да, то есть какие-то документы. И ссора, может быть, вот, да, в этих пустых разговорах еще в дороге с кем-то и поругаетесь. Да, какую-нибудь тему затронете, которая, да, у вас одно мнение, у человека другое, и понеслось, как говорится. Поэтому вот контролируйте, да, скажем так, свою речь, да, чтобы ни с кем не поругаться. Хорошо, ну, в принципе, день неплохой, да, если вот вы избежите ссоры, и если болезнь показывает просто посещение больницы, то отличный день, какая-то поездка намечается. Хорошо, раки, благодарю вас за внимание. Переходим ко львам. Так, сейчас мы тут наведем порядки. Сейчас я все поставлю по местам. И будем смотреть события для львов. Что там у левушек будет 10 сентября? Будем смотреть. Покажите мне, пожалуйста, события для львов. Пятница, 10 сентября. Пятница, 10 сентября. События для львов. Так, у вас какая-то новость. Вы получаете новость. Может быть в виде смс-ки или письма на почту. Быстрая такая, да, вот щелк, и пришла новость. Так, смотрим, что еще. Сейчас я подвину, то я тут не умещаюсь.
Деловые отношения. Так, ну что-то у вас как-то тут немного событий выпадает на пятницу. Сейчас проверим еще периметр. Ну, вот такой у вас несобытийный день, да? Так, слезы еще вижу. Ну, тут не обязательно слезы, кстати, да, слезы печали. Это могут быть, мы можем смеяться до слез, мы можем плакать от счастья, да, иногда такое бывает. Поэтому тут сразу расстраиваться не надо. Так, смотрим теперь здесь. Да, вижу, ага, да, победа. Так что, видите, слезы все-таки будут от какого-то результата. Победа. Ваша победа и большая радость. Так, здесь нет. Здесь тайное свидание может быть. Тайное свидание, смотрите, проигрывается как? Либо это какое-то свидание, о котором вы не знали, да, то есть для вас готовился сюрприз, да, и вот такая неожиданность приятная, да, вот приятно до слез. Ну, иногда, да, это как раз слезы могут быть связаны с тем, что втайне от вас человек, да, куда-то идет на какое-то, ну, не свидание, а на какую-то встречу, допустим, да, без вас, да, вы, может быть, тоже хотели или, ну, вот какая-то такая не очень приятная ситуация. Может еще так проиграться, она и так может. Хорошо, смотрите, что получается. Получается, вы получаете смс-ку информацию в этот день. Вы получаете победу, результат. Может быть, в деловых отношениях, то есть будут какое-то общение по работе, да, по работе, по вашим делам, по, не знаю, бизнесу, если у вас бизнес есть, общение. И будет очень результативное. Победа будет за вами. И вот еще есть слезы и тайное свидание. Как здесь уже выкрутится ситуация, не могу вам точнее сказать. То ли это ваше свидание, то ли это свидание в тайне от вас, да, и поэтому слезы. Может быть, кто-то вам, да, присылает информацию о том, что, да, скажем так, рассказывает вам об этом, о том, что от вас человек, да, скрывает какую-то информацию. Поэтому может так еще тоже быть. Благодарю за внимание, львы. Надеюсь, да, что это вот для вас готовится свидание, и вам будет приятно до слез. Так, а мы переходим к девам. Так, девы. Смотрим события для вас. 10 сентября, пятница. Сентября. События для дев. Покажите мне, пожалуйста. События для дев. Слезы. Первыми выпадают слезы. Победа. Чемодан. Может быть, видите, разлука. Либо кто-то от вас уезжает, либо вы уезжаете, да, и вот слезы показывают просто переживания.
переживания расставаний. Так, интимная связь вижу. Подарок не получается, потому что здесь уже разлука была, зафиксировала карточку, да, поэтому подарок нельзя было сделать. Сундучок тоже не получается, победа держит. А жаль, да? Сундучок никогда не помешает. События в доме. Вот, может быть, событие это либо кто-то приезжает, либо наоборот уезжает от вас, да, и это событие, гости, да. Так. Ну, вроде бы я ничего не пропустила. Сейчас проверяю периметр. Пустой звон не получается, зафиксировано. Здесь не вижу. Смотрим теперь здесь. Нет. 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 Нет совпадений. Получается, что у нас выходит у вас, да? Слезы. Я думаю, что это все-таки слезы радости больше, да, потому что здесь какое-то приятное событие дома. Здесь разлука. Наверное, все-таки кто-то уезжает больше. Мне кажется, что кто-то уезжает, да, и поэтому вот, может быть, вы это как-то это дело отмечаете. Может быть, в командировку, да, там на учебу. Ну, мало ли куда можно уезжать. Интимная связь. И победа, результат какой-то. Может быть, победу, да, события в доме, это победа. У вас какие-то результаты на работе, да, и вы вот отмечаете, как событие, например. Может так проиграться. Может быть, у вас повышение, да, ну, скажем так, в другой город, да, и вы вот потом с чемоданчиком уезжаете, потому что это вы тоже можете уезжать с чемоданом. Поэтому так, девы, благодарю за внимание. Вот такие события. Дальше мы будем смотреть весов. Следующие 6 знаков зодиака будут в другом видео. Ссылочку вы можете найти под этим видео, да, на вторую часть. Благодарю за внимание.